Böyle мирақлы бір музыкаль клипні бақтық, бір ролик болды, сонда ве енді сөз бергеніміз кабы, мұсафірлерімізнен субет олacak ве спорт яңылықлары ве спорт сасында яңы ғалибелер ақында біз лав ерсетежеміз ве бүгінгі мұсафірлеріміз бізге ұзақтан кезлев шерінден келділер. Ве аслында спортта тек еркек кішілер дегілді, тек оғланлар дегілді, қызлар ғайет муафақиетлілер. Ве тамам қызлар спорт чештақында біз бүгін лаф етежеміз студиямызда көреш бойынша идманжы Илимдар Сейтумеров, ве оның талебелері көрешчілер Алина Кахановская ве Мединия Адаманова. Селям алейкум. Добро Доброе утро. в студию. Как настроение, как добрались? Мы знаем, что вы приехали аж с Евпатории. Ну да, пришлось рано встать, собрать их. Девчонки, привыкли ли так рано просыпаться? Ну, конечно, на соревнования ездим регулярно. Ну и в спорте, как нам известно, главное это дисциплина. Да. Расскажите, как правило, начинается утро спортсменов? То есть во сколько вы просыпаетесь, что вы делаете в первую очередь? Ну, если школа, то в школу просыпаемся в 7 утра, идем в школу. Ну, вообще, такой график, то, что ты идешь в школу, приходишь со школы, у тебя сразу, ну, идет такой график, то, что ты после школы сразу понимаешь, что ты идешь потом на тренировку. Ну, других планов у тебя вообще не может быть. Для дня есть ли какая-то обязательная зарядка с утра, физическая подготовка какая-то? Ну, это когда как, потому что сплю я очень много и времени не хватает. Зачем, если потом есть Ну, занятия? им надо Борьбе. восстанавливаться, да, они выпускницы, и школа сейчас, напряжение у них, и тренировки, и первенство Крыма, и Южный федеральный округ, все это наваливается на них, поэтому им нужно просто иногда отдохнуть, выспаться. Да, наверное, очень сложно. Вы учитесь в 11 классе, я так понял? Да, выпускницы. Наверное, очень сложно быть, готовиться к экзаменам, к ЕГЭ, и плюс еще и Плюс еще соревнования. соревнования все эти наваливаются на ваши плечи. Илимдар ага, насколько сложно преподавать борьбу, скажем так, тренировать девушек? Обычно у нас в студии часто бывают спортсмены, часто приходят борцы, но вот лично я первый раз вижу представительниц женского пола. Ну, с девчонками, да, немножко тяжелее, но вопрос в чем, что многие родители запрещают девочкам заниматься борьбой, именно борьбой. Я вот подрабатываю в школе учителем физкультуры еще дополнительно и делаю отбор девочек, да, рекламирую борьбу, там завлекаю, уговариваю, приди, попробуй. Многие родители этого не понимают, даже не дают шанса ребенку попробовать найти себя. Может, это ее. Именно вот то, что дано ей, она сможет стать чемпионкой там, Крыма, федерального округа России, дальше пойти. Очень много детей и девочек, в том числе талантливых. Глядя вот со своего опыта, да, глядя на девочек в школе, вот я смотрю на физкультуре, на уроках, какие девочки активные, какие боевые, вот они с мальчиками там бывает, у них вздоры, там они там себя в обиду не дают. Есть Та, характер, которая да. идет драться сразу, она Та, подходит. которая за себя стоит, у нее есть характер, она может ответить, да, дать сдачи. К ней можно подойти и сказать: ты избранная. Ты нам подходишь. Да, я так и почти и говорю, я подхожу и говорю, давай попробуешь. Она, ну, девочка говорит, мы с родителями посоветуем, с мамой посоветуем. Вот мама запретила, там еще это не для девочки. Хотя, ну, это родители, да, ну, не дают, просто не дают им шансов, не дают. А вы тренируете сейчас только девушек или еще и с парнями занимаетесь? Нет, у меня и мальчики, и девочки. Ну, ребят много. Ну, У девочек в Крыму и конкуренции меньше. И за счет этого можно войти в сборную и поехать дальше уже на соревнования. И в Южном федеральном округе у девочек результат намного выше. Они всегда в тройке в первенстве России, поэтому на первенство России всегда едет 4 человека. А у мальчиков едет только 1 чемпион. 1. У девочек 4, поэтому есть шанс 4 раза больше попасть на первенство России, добиться какого-то результата, войти хотя бы в троечку для начала. А с чем это Показать связано, себя. что вот из мальчиков только 1 представитель, а девочек 4? Это зависит от выступления. Вот первенство России прошло,
команды по регионам занимают места. Если команда вошла в тройку, то есть уже преимущество, а там у них дальше идут первенство Европы, первенство мира, и по результатам все это суммируется и даются больше места для этого региона, для выступления на первенство России. У мальчиков такого результата нет. Есть отдельные, да, но в итоге все равно они не могут подняться выше. Там у нас и Кавказ есть, там есть и Якутия, сильные регионы, именно борцовские. Они не дают ходу вот именно Южному федеральному округу. Раньше, когда мы только в Россию вошли, 2 года Крым отдельной командой выставлялся на Россию. Тогда было хорошо. В сборную вошел, ты можешь поехать. Сейчас уже такой привилегии нет. Сейчас привилегий нет. Сейчас мы через Южный федеральный округ, личные старты мы должны там занять. Было, по-моему, первые только финалисты. Потом отменили это решение. Только чемпион едет на Россию. Поэтому у ребят это намного сложнее. А и все-таки хотелось бы теперь узнать мнение девочек. Вот как вы пришли в этот вид спорта, такой, на первый взгляд, не женский вид спорта, да? Вот, допустим, Алин, ты сама решила заниматься вольной борьбой, или к тебе вот тоже Илимдар Агас подошел и сказал, что ты избранная? Так и было. Ну, Ты любишь драться с мальчиками? Нет, сначала я занималась смешанными единоборствами, и там уже меня увидел Илимдар Ваитович и сказал, приходи. Я пришла, и у меня пошло все. Ну, как бы, наверное, мое. Как отреагировали родители? Ну, не знаю, мама сказала, если хочешь, занимайся, и я начала заниматься. У меня больше мама любит то, что я этим занимаюсь, чем папа. Даже так? Ну да, И сколько лет ты уже занимаешься? 4 года. Медине, как ты пришла в спорт? Ну, вообще, с детства я была такой не слабой девочкой и с таким жестким характером, и постоянно ходила с папой. И папа постоянно говорил то, что мне бы нужно заняться каким-то спортом, но я так и не определилась, каким. Но в итоге я узнала то, что у меня одноклассник ходит на вольную борьбу, и я у него спросила, можно с ним сходить. И он, как бы можно сказать, я пришла с ним. И вот так я начала заниматься. А мы знаем, что на сегодня вы пришли к нам с победой. Алина стала серебряной призеркой Южного федерального округа. Расскажи, сколько готовилась к этим соревнованиям? Ну, я больше не готовилась, а настраивалась на них. Ну, каждая тренировка, конечно, дается очень сложно, и каждая тренировка по-своему хороша. И, ну, больше, конечно, настраивалась на победу. То есть, на твой взгляд, все-таки психологическая, моральная подготовка намного важнее? Конечно, если ты будешь настроен на проигрыш или будешь... Ну, вообще, бывает, приезжаешь, и ты перегораешь, и, ну, тебе все равно, выиграешь ты или нет. Вот это самое худшее, потому что ты, ну, просто не хочешь даже бороться. А вот надо себя настраивать, чтобы прям вот выйти и хотеть победить, занять первое место. Ну, Все-таки мотивация нужна. Да, мотивация, конечно. настрой – это уже 50% победы. Настрой. Да. А там дальше уже техника, стратегия, там, приемы, это уже, да, потом. Бывает, что девочки, проигрывая, выигрывают буквально на последних секундах. Там тренеры просто за сердца хватаются, как можно, выигрывая 10-1, умудриться проиграть. Просто вот, ну, это первенство России, мы последний раз вот в том году были, тупиковая Россия. Девочка 10-1 выигрывает, остался 1 балл, чтобы просто закончилась схватка. Она умудряется проиграть в чистую просто. Тренер там, я не знаю, ну, все смотрели на него, говорят, ну, что сказать ей, что ей сказать. Это, конечно, разочарование. Да, это просто, ну, бывает. Готовиться столько времени дома, там Южный федеральный округ, сборы пройти, приехать и так проиграть. Я и девочкам объясняю. Мы готовимся столько, ну, перелетов, поезда, все это. Приехать и просто проиграть, ну, как-то некрасиво. Даже для себя. Даже выйти достойно. Чтобы и мне вот со стороны было не обидно. Да, ты проиграла, но ты достойно представляла. Проигрывать Да. тоже нужно уметь. Тоже нужно уметь, да. Все это выйти, чтобы и другие тебя уважали. Не просто приехал, там упал и все. Вот. Поэтому это и дома начинается, это и в характере закладывается. И глядя на детей маленьких, вот я смотрю и вижу, можно, да, нужно, попробуй, приди.
это твое, попробуй. Пойдет, да. Ну, если не пойдет, скажешь, нет, извините, ничего страшного нет. Но попробовать надо. Каждый должен искать себя в этой жизни, найти и показать на все, что ты способен. Свое имя, фамилию свою, род, там, город, государство. А вообще, насколько популярна женская вольная борьба в Крыму на сегодняшний день? Ну, слабо. Пока еще Говорят, да. не так развито. Да, девочки, те, которые вырастают, они закончили школу, куда-то, если поступают, уезжают, не возвращаются. Приоритеты уже другие. Да, да. Там парня нашла любимого, вышла замуж, ушла. Все. Но у нас нету продвижения. Если она школу закончила, даже мальчик, девочка, разницы нет. Он должен остаться в Крыму, ему обеспечить учебу, найти достойное место, чтобы он учился. И еще представлял, в то же время, когда он учится, он занимается, представляет Крым. То есть, да, и нам как бы легче, и дети. А если они уезжают, то мы их просто теряем. Вот у нас девчонки, те, которые разъехались, это в Москве, Подмосковье, в Санкт-Петербурге. Вот у нас первая наша выпускница Влада, она учится в университете Лесговта, тоже на тренера-преподавателя. Она вот была на Новый год, я спрашиваю ее, ты вернешься к нам? Она говорит, нет. Имея, да, они вырываются в то пространство, в те города, видя то движение, те возможности, им вернуться, да, не только приехать на лето, покупаться на море, позагорать. Им нужно здесь обеспечить материальную базу, чтобы была база, зарплата. Вот. Тогда Вообще, они будут с нами. Много ли будут соревнований помогать. проходит в Крыму? Соревнований и у мальчиков, и у девочек мало, только официальные вот первенства, соревнования, да. И иногда, когда проводят ребят, мальчиков там, собирают там 3-4 веса, и всех девочек собираем туда, и они там друг с другом борются. У нас основная проблема транспортная. Если был бы у нас там какой-то бусик там отдельный, то мы могли бы, вот каждый месяц можно выезжать за мост, за наш крымский. Каждый месяц проводят соревнования. Каждый месяц у девочек и у мальчиков. И за счет этого можно было бы их воспитать лучше, подготовить лучше, чтобы они не боялись, выезжая на какие-то крупные соревнования. Психологически они уже готовы, видя ту обстановку, когда много девочек, они там глаза. А тут они уже это пройдут и все. То есть, Чем на ваш быстрее мы это взгляд, сделаем. На сегодняшний день в Крыму недостаточно условий для полноценного развития этого вида спорта. Ну, можно так сказать. Вот наши крымчане, девушки из Крыма, они уже занимают призовые места в российских соревнованиях. А есть ли призеры в международных соревнованиях? Или еще крымчане не участвовали? Пока нет. Пока еще не участвовали. Были у нас и при Украине были девочки из Севастополя, и здесь. Но у нас в Севастополе, по-моему, есть девочка. Она была призеркой мира. Но она сейчас вернулась, прекратила заниматься. Учится в Севастополе и все. То есть девочка, которая переехала с Сибири, она представляла Крым, но она уже была готовая чемпионкой России. Она призерка Европы, призерка мира. Но опять же, имея те возможности, которые у них там, они больше выезжают. Больше у них выступлений, больше турниров, и они лучше подготовлены. Мы выезжаем там, если раз в год выехали на первенство России, потом опять и целый год нужно опять готовиться к одному старту. Они психологически не готовы. Технически, может, да, где-то на равных, но психологически им чуть тяжелее. Едине, расскажи, пожалуйста, в каких соревнованиях ты участвовала? Я участвовала в крымских соревнованиях, там, в некоторых турнирах, но еще на всероссийских турнирах и Первенство первенство России у России, нее, да. да, 2 первенства России. Вот она была в прошлом году в Санкт-Петербурге, международный турнир олимпийской чемпионки. Там она поучаствовала, Воробьевой, да. Сейчас Олимпиада, посмотрим, как это пройдет все. Соревнования есть, да, нам просто выезжать нужно. А есть ли какие-то различия техники вольной борьбы для девочек и мальчиков? Нет.
То есть на равных, условия на равных. Только весовые категории, я думаю, немножко разнятся. Ну да, и даже на тренировках я ставлю спарринги девчонок с мальчиками. Даже так. Даже так, можно. да. Если они будут, только так, они станут сильнее. Есть там мелкие нюансы, это да. Если психологически она готова, она дает бой, то значит все будет нормально. А так друг с другом они друг друга жалеют. Если я их буду жалеть на тренировках, то результата не будет. Соперник, выходя, не жалеет. Выходит 2 человека, победитель только один. Кто кого. Вот. Поэтому не жалеть себя на тренировках и полностью отдаваться. Да. Если мальчик, разницы нет, с кем отрабатывать или бороться. И ставить, там бывает у нас дни, когда мы спарринги ставим, я их перемешиваю, и они друг с другом меняются. Постоянно переходы с одного в другое. Мальчик, девочка. И вот в этой каше они равны. больше растут, да. Нет неравенства. Алина, с кем сложнее спарринговаться? С девчонками или с парнями? Ну, с мальчиками, конечно. Сложнее. Да. У них там, может, своя чуть-чуть техника есть. Ну и мальчик, конечно же, намного сильнее девочки. Ну, не намного, но сильнее. Но они не жалеют вас, может быть, там? Не думаю. Можем и на равных бороться. Опять же, как они настроятся. Если она психологически не боится, то они просто... Если у нас вот Катя, тоже она призерка Южного федерального округа, не смогла приехать. Она мальчиков, да, она не боится. Она идет в борьбу, она даже проигрывает, все равно вот концовку все равно что-нибудь сделает, там прием, бросок какой-то. Вот последняя точка должна быть за ней. Она проигрывает, нет, я еще буду. Я говорю, все, хватит, успокойся, на сегодня достаточно. Вот. Ну, иногда тоже девчонки, надо давать им время просто отдохнуть, ничего не делать там. Иногда приходит без настроения, все, это страшно. Каждый нужно подойти, что-то сказать, успокоить, настроить. Все-таки свой подход нужен. Ну да, Тренировки они такие. девушек. Но если найти эту жилку, за которую дергать, там будет результат. А вообще вот вы тренируете и парней, и девчонок. Может быть, большие ли различия? Может быть, девчонки, они более дисциплинированные, может, не опаздывают на тренировки. Но они стараются не опаздывать, да. И девочки, опять же, как воспитали их вот родители, если сказали делать одно, они исполняют. Если есть девочки такие, то есть и в детстве разрешали все, а тут какие-то запреты бывают, там, то они начинают уже тут показывать свой характер. Нужно объяснить, для чего это, зачем это, почему это. Тогда они... Сейчас для девочек сложный период, вы в 11 классе, это плотный график в школе, нужно готовиться к экзаменам. И с какой профессией в будущем хотите связать свою жизнь? Видите ли себя в спорте в будущем? Да, Да, именно в спорте. Именно в спорте? Да. Уже Наверное. решили, куда будете поступать? да. КФУ имени Вернадского. На физвоз, скорее всего. Ага. Ну, если, Вот. конечно, получится. Мединя, Ну, у ты? меня тоже самое. То же самое. То есть спорт на сегодняшний день это не только развлечение, но и смысл жизни уже, Ну да. образ существования. Это очень похвально. Римдар ага, скажите, насколько далеко можно пойти, насколько далеко можно развиваться в женской вольной борьбе? Может, на сегодняшний день этот вид спорта, он включен в Олимпийские игры? Да. То есть можно развиваться сначала на всероссийских соревнованиях, потом выйти на международный уровень. Европа, и в мир и конечном итоге- Олимпийские игры, да. Ну, То у есть- нас, тогда, когда мы были в Украине, у нас Ирина Мирелени, украинка, она вошла вообще в историю борьбы. Она первый олимпийский чемпион среди женщин. Вот тогда было 48 килограмм, и она тогда поехала и выиграла. Она вошла в историю. Вот. Тогда было несколько весовых категорий, сейчас их много уже. Вот. И предела совершенства нет. Насколько долго, насколько позволяет состояние здоровья. Главное, чтобы было еще желание. Я, например, если мне уже там за 50, да, у меня еще есть желание. Я уже 3 раза выступал на чемпионате мира по ветеранам. Желание есть, но возможности не всегда есть. 2 раза был призером чемпионата мира.
был в России, был в Турции, в Венгрии, третьим был, в России вот третьим был на чемпионате мира. То есть желание у меня есть всегда. Иногда возможности не Возможности не соответствуют. да. хватает. Но мы Чок видим, что сала у мотивация нас, да. хорошая у девочек. Желаем вам успехов в достижении все новых высот и будем ждать вас снова, уже с новыми победами на студии. Чок сауыңыз. Сауынс. Біз Спасибо. сияйынымызны девам етеміз, ве сезон диққатыңызға не бетекі қысымызны тақдим етеміз. Бұйырыңыз.